Эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Крупнейшее событие в сфере экономики и бизнеса. Якутия примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В более чем 40 отдаленных населенных пунктах нашего региона в течение 3 лет появятся современные гибридные электростанции. А Мирный предстанет в деталях. Для гостей и жителей будут проводить обзорные экскурсии по городу. Якутия примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. ПМФ – это крупнейшее событие в сфере экономики и бизнеса. Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Делегацию Якутии возглавит глава региона. В дни работы форума А.С. Николаев примет участие в работе пленарного заседания и секций, посвященных вопросам экономики и финансов, транспорта и логистики, социальной сферы и устойчивого развития. А также проведет серию деловых встреч и переговоров с представителями российских и иностранных бизнес-структур и органов власти. Изолированные территории Дальнего Востока должны получить полную генерацию с использованием возобновляемых источников энергии. Об этом заявил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Вопросы модернизации локальной генерации в изолированных поселках стали одним из пунктов повестки его рабочей поездки. По словам Трутнева, принятое президентом Владимиром Путиным решение о выравнивании тарифов улучшило ситуацию в регионе. В свою очередь ПАО «Русгидро» предложила вместо существующих в изолированных энергозонах дизельных электростанций создать гибридные. Их преимущество в использовании энергии солнца и ветра, что позволит сэкономить топливо и улучшить экологию. Как итог, в 41 отдаленном пункте Якутии в 2022-2023 годах построят современные автономные энергосистемы. Мне кажется, что этот проект надо централизовать с точки зрения управления. Реализовать его в данном случае не за счет инвесторов, а в рамках программы «Русгидро». Мы готовы подключить к этому институты развития, готовы вместе посмотреть, как фондировать с точки зрения финансовых средств. Но если мы всю дизельную генерацию заменим на генерацию гибридную, она включает в себя и накопители энергии, и, как я уже сказал, производство за счет энергии ветра и солнца, то экономия получится около 30%. Это очень такая большая и важная работа. Подрядчики начали дорожные работы в столице нашего региона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». На 1 июня к ним приступили Дорстрой, Альянс Строй-2007, РИК Автодор, Инвест Дорстрой. В план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на территории Якутска в этом году вошли 44 объекта общей протяженностью свыше 59 километров. Объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети города в рамках нацпроекта составит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. С 1 июня ремонт дорог начался и в Нерюнгре. Ямочное восстановление ведут струйно-инжекционным способом. В этом году на эти цели из муниципального бюджета выделено более 6,5 миллионов рублей. Еще на этот год запланировано сплошное асфальтирование участка дороги от улицы Амгинская до улицы Кравченко. На эти работы городская администрация уже заключила муниципальный контракт на сумму порядка 8 миллионов рублей. У нас дороги на сегодняшний день представляет собой действительно такое вот жалкое зрелище. Вот это и есть. Но вот чтобы взять и все сразу отремонтировать, взять и все сразу привести в нормативное состояние, очень тяжело. Например, для того, чтобы проводить даже тот же самый ямочный ремонт, мы сначала должны эти дороги очистить от всего того, что было нанесено на них в течение года. Это не так-то просто, для этого нужна специализированная техника. Подрядчик, конечно же, старается. Теперь о лесопожарной обстановке. По данным регионального Минэкологии, в настоящее время в Якутии ведут борьбу с 7 лесными пожарами общей площадью почти 800 гектаров. Из них по 3 возгорания в Нюрбинском и Сунтарском районах, а также 1 в Усть-Алданском районе. В том же Усть-Алданском еще 1 пожар удалось локализовать. На тушение привлекали почти 700 человек и 80 единиц техники. За сутки обнаружен 1 новый лесной пожар площадью 5 гектаров. По нему также начаты работы по тушению. А ликвидировано за сутки 3 очага на площади 36 гектаров. В Ленском районе с середины мая зафиксировали 16 случаев укуса клещей. Практически все они произошли на дачных участках и только единицы в городе.
Клещей отправили на исследование в Якутск. Несколько анализов уже готовы. Среди них один клещ является переносчиком боррелиоза. Из этих 16 человек 7 детей. У одного клеща, который укусил взрослого человека, выявлен боррелиоз. Это заболевание инфекционное. Пациенту назначено лечение. Пациент не болеет. Лечение так называемое превентивное, то есть чтобы не развилось заболевание. У нас есть иммуноглобулин, но его не очень много, поэтому хочется обратиться ко всем о том, что все-таки защищаться от клещей надо. Ежегодно в Ленском районе фиксируется порядка 70 укусов. Бывают и случаи заражения. Медики напоминают, что самым верным решением уберечься от опасных последствий – это вакцинация от клещевого энцефалита. На сегодня в Ленской районной больнице вакцина есть в достаточном количестве, поэтому привиться могут все желающие. Первые пострадавшие от укусов клещей есть и в Алданском районе. О ситуации там расскажет Ангелина Вахнина. Теплая погода не может не радовать, однако в лесу, на даче и даже в городе необходимо помнить о том, что с наступлением лета начинается сезон клещей. Кровососущие впиваются под кожу. Большую опасность представляют инфицированные насекомые. Они являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как болезнь Лайма и энцефалит. Проходит она также планомерно. К сожалению, население пока неохотно вакцинируется. На сегодняшний день у нас 16 укусов клещами уже зарегистрировано. Это 9 алдан, 5 томот и 2 курана. Последствия укуса маленького кровопийцы могут быть фатальными. Нарушение речи, потеря координации движений, частичный или полный паралич и даже гибель. Минимизировать риск нападения клеща можно, спрятав открытые участки тела и обработав одежду специальным спреем. Максимальную защиту дает вакцинация. На сегодняшний день все клещи отправлены на исследование. Половина из них не энцефалитные, половина находится в работе. В случае укуса пострадавшие, не поставившие прививку, получают экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Однако в этом году препарата в Алданском районе недостаточно. В этом году, к сожалению, у нас есть большая проблема. Это отсутствие иммуноглобулина противоклещевого, так как завод перестал выпускать этот иммуноглобулин. Поэтому единственное средство профилактики на сегодняшний день является вакцинация. Уже имеются проблемы. Из 16 нападений иммуноглобулин получили остатки всего 2 человека. Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в течение года. Однако оптимальная пора для получения прививки – март-апрель, чтобы до наступления тепла выработался иммунитет. Ангелина Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Теперь к спортивным событиям. До старта спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары остается чуть больше месяца. Подготовка идет полным ходом. Накануне оргкомитет игр представил журналистам спонсоров и партнеров предстоящих игр. На такие крупные спортивные мероприятия требуется большое финансирование, поэтому привлечение сторонних спонсоров является необходимой мерой. Требуемая сумма – 15 миллионов рублей. У нас, к сожалению, исходя из эпидситуации, которая складывается в нашей республике, в целом по стране, эти мероприятия будут происходить с учетом определенных ограничений и требований, которые предъявляются со стороны надзорных органов. Это, во-первых, работа по вакцинации всех участников и организованных гостей, и, во-вторых, соблюдение мер безопасности. С точки зрения организационной работы, то работа на финишном этапе, в том числе по строительству объектов, по благоустройству территории. Я думаю, что в течение июня месяца будут эти работы завершены. Как стало известно, на игры приедут министр спорта России Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета Российской Федерации Станислав Поздняков. Игры Манчары включены в федеральный проект «Спорт. Норма жизни», в рамках которого в этом году начнется реализация другого проекта «Спорт. Норма жизни». Он охватит 6 городов страны. Это Москва, Обнинск, Ульяновск, Белгород, Сочи и Калугу. Старт федерального проекта начнется 7 июля в Бердикестяхе, где и пройдут игры Манчары. А для гостей и жителей Мирного будут проводить обзорные экскурсии по городу. Название проекту дали «Мирный в деталях». Почему изображена голова льва на Вилюйском кольце? Когда и где был построен первый плановый дом в городе? Сотрудники историко-производственного музея «Алроса» расскажут гостям и жителям Мирного о становлении алмазной промышленности в Западной Якутии. Об отцах-основателях затронут и историю памятных мест города.
Организаторы уверены, проект поможет участникам по-новому взглянуть на родной город и ближе познакомиться с его историей. Исполнилась мечта детей о поездке за пределы Якутии. Минувшей зимой в рамках акции «Елка добра» глава СН Николаев и постпред Андрей Федотов выступили в роли волшебников и подарили двум подругам из Якутии путешествие в столицу страны и в Сочи. За исполнением желания наблюдала наш СОБКОР в Москве Айсена Бурнашова. От маленькой записочки до исполнения большого желания. 10-летняя Нарьяна Васильева в канун Нового года написала трогательное письмо главе республики. В нем она рассказала о своей подруге Лизе, которая не видит с рождения, но очень мечтает искупаться в море. И я сначала хотела отдать письмо самому главе, прийти к нему домой. Но бабушка не знала адрес, и мы пришли на работу Айсена Сергеевича. Я была очень рада, когда она написала письмо президенту, потому что я мечтала с ней поехать на море. Я была удивлена тому, что такая подружка смелая. Мечта подруги, изложенная в письме, конверт, все же дошел до адресата. Перед Новым годом от имени главы республики Лизе и ее бабушке вручили сертификат на перелет в Москву и обратно. К исполнению детской мечты подключилось и постоянное представительство Якутии. Андрей Федотов вручил обеим девочкам и их сопровождающим билеты в Сочи. Я, конечно, с большим удовольствием помогу выполнить эту мечту Нарьяны и ее подруги Лизы. Мы постараемся в следующем году, чтобы вы обязательно попали на берег теплого Южного моря. Мы очень благодарны нашему президенту Айсену Сергеевичу и, конечно, очень благодарны постоянному представителю Якутии Андрею Федотову. Мы выражаем такую благодарность. Я думаю, вот такой вот поступок внучки навсегда в душе останется. Спасибо большое, что дали возможность детям вместе отдохнуть на море. Сияющие от счастья глаза. Мечта девочек сбылась. Море эмоций подружек ожидает и до вылета в Южный город. В Москве Нарьяна и Лиза посетят Москвариум и поплавают с дельфинами. И я так была рада, что Лиза полетит на море, и покупается там. Будет все сбываться, если верить в мечты и чудеса. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Джур Березкин, Москва. На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.